Указом президента Кыргызской республики выборы депутатов Жогорку Кеңеша назначены на 28 ноября 2021 года. При этом 27 августа вступил в силу принятый Жогорку Кеңешем 28 июля 2021 года Конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон о выборах президента Кыргызской республики и депутатов Жогорку Кеңеша Кыргызской республики, которым определен новый порядок избрания депутатов по смешанной системе, мажоритарно-пропорциональной. Поэтому мы подготовили видеоуроки, в которых расскажем об основных организационно-практических мероприятиях по подготовке и проведению парламентских выборов. Согласно календарному плану основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кеңеша Кыргызской республики, назначенных на 28 ноября 2021 года, начался этап выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам. Выдвижение кандидатов, подача документов, а также порядок рассмотрения данных о кандидате. Обо всем этом нам расскажет заведующая отдела по организации выборов аппарата ЦИК КР Кожукеева Махабат Душенбековна. Махабат Душенбековна, расскажите, пожалуйста, об этапе выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам. Выдвижение по одномандатным избирательным округам началось со дня официального опубликования избирательных округов и продолжится оно по 13 октября до 18 часов. Выдвижение по одномандатным избирательным округам можно двумя путями. Это первый. Политические партии могут выдвинуть кандидата в одномандатный избирательный округ, а второе, это кандидат может путем самовыдвижения выдвинуться в одномандатный избирательный округ. Это кандидат путем самовыдвижения выдвигается подачей заявления в Центральную избирательную комиссию. Это будет считаться выдвижение в одномандатный избирательный округ. Скажите, пожалуйста, какие необходимо сдать документы? В одномандатный избирательный округ кандидаты и политические партии, им необходимо предоставить документы после выдвижения, то есть по 18 октября до 18 часов. Им необходимо предоставить перечень документов, утвержденный по форме Центральной избирательной комиссии, согласно статье 61, это сведения о кандидате полностью, сведения об отсутствии нового гражданства, справка с места работы, если они подпадают под 21 статью, копия приказа либо о прекращении или приостановлении, им необходимо также предоставить. Также им копия паспорта предоставляется. Потом, как вы знаете, что были внесения изменения, кто может быть депутатом, то есть депутатом может быть имеющий высшее образование. Нотариально заверенную копию диплома им тоже необходимо предоставить. И также документы о внесении избирательного залога через избирательный фонд. Все эти документы предоставляются нам в бумажной версии, также в электронном виде через электронный кандидат, через систему. Скажите, пожалуйста, после подачи этих документов, каким образом вы проверяете данные кандидата? После предоставления кандидатами всех необходимых документов для регистрации, Центральная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней проверяет все документы. Проверка осуществляется с помощью еще электронной, через межведомственную систему Түндүк, полностью. Если рабочая группа после предоставления документов для регистрации обнаруживает в течение 48 часов, она обязана уведомить кандидата о каких-то необходимых исправлений. После получения уведомления кандидат в течение 48 часов может исправить ошибки.